Одновременно с развитием мобильной связи растет и число мошенничества. И зачастую абонентов в сети оболванивает его родной оператор. Делает он это порой незаметно и чаще всего на законных условиях. Выиграй 2000 самани путем отправки СМС, грандиозное снижение тарифов и доступные услуги при роуминге, годовые пакеты по интернету и звонкам. Какие только способы привлечения клиентов не используют сотовые операторы. И вот, со счета непонятно за что, каждый день стало уходить по несколько дирхамов. А получить заслуженный приз в итоге так и не получается. Как избежать переплат и не попасть на удочку, расскажем в нашем лайфхаке. Первое. Внимательно читайте договор с мобильным оператором. Второе. При покупке тарифа не доверяйте только рекламе или продавцу. Внимательно изучите условия, в том числе прописанные мелкими буквами. Третье. Минимум раз в месяц проверяйте в личном кабинете набор платных услуг. Заказывайте детализацию. Также это можно сделать в офисе или в колл-центре компании. Четвертое. Если хотите поучаствовать в конкурсе или викторине, обязательно обратитесь по официальному телефону оператора, чтобы узнать правила. Пятое. Не открывайте ссылки, присланные с незнакомых номеров. Шестое. Контролируйте баланс своего телефона как можно чаще. Так, если вам подключат сторонние услуги, вы сможете пресечь списывание ваших средств как можно быстрее, не дожидаясь СМС о том, что у вас на счете кончились средства. Седьмое. Проверяйте подключенные вам услуги в личном кабинете, на официальном сайте оператора вашей сотовой связи, либо в салоне связи или службы поддержки клиентов. Восьмое. Не оставляйте номер своего мобильного телефона на сомнительных сайтах или анкетах. Девятое. Не переходите по ссылкам в СМС-сообщениях. Практически никогда не предупреждается о том, что за переход по ссылке с вашего баланса снимается какая-либо сумма. Десятое. Внимательно прочитывайте поступающие на ваш гаджет входящие сообщения. Да, поистине незнание ведет к куда более серьезным последствиям, чем сворованные со счета мобильного телефона деньги. Именно незнание своих прав, обязанностей оператора, а также невнимательности при выборе тарифа, легкомыслие в отношении подключаемых сервисов оборачивается против абонента и его счета. Советуем, не стоит слепо доверять людям, про которых, как вам может показаться, можно подумать, что не в их интересах наживаться на людях. Как мы уже поняли, все хотят легкой наживы. И даже такие, как нам кажется, серьезной организации. Ведь чем больше есть, тем больше хочется. Безопасность ваших средств только на вашей совести. И ответственность во многих нюансах за ваши средства лежит именно на вас.